В день храма село Кангас посетила делегация из Турции. В дар детям с ограниченными возможностями центра «Лучик солнца» гости привезли специализированный микроавтобус. Гостей встретили с хлебом, солью. Примар села Кангас и представители турецкого города-побратима Сельджуклу обсудили перспективы двухстороннего сотрудничества. В ходе беседы были затронуты проблемы, которые следует решить в населенном пункте, а также проекты, которые были реализованы при поддержке турецкого агентства ТИКа и деловыми кругами Республики Турция. Приехали с города Сельджук, подписали дружественный протокол. После этого еще программа продолжится. Очень рады, что приехали. Для ваших детей привезли подарок. В дальнейшем будем укреплять диалог между населенными пунктами. В этот прекрасный день мы приехали к вам с Конии, с управлением внешних связей. Для детей с ограниченными возможностями Кангаза привезли автобус для пользования. В 2013 году подписали договор о побратимстве. Был диалог, пообщались о проблемах, которые должны быть решены у вас в селе. Пришли к необходимости дальше сотрудничать. От нашего народа города Сельджук принимайте подарок для детей. Делегация посетила молодотурецкий лицей и ознакомилась с ходом ремонтных работ в учебном заведении. В лицее обучаются 130 ребят. С каждым годом число учащихся растет. Для них создаются комфортные условия. По программе визита гости из Турции выехали в район Буджа, где при поддержке агентства ТИКа будет построена водонапорная скважина. Она обеспечит около 250 домов питьевой водой. Турецкая сторона для реализации проекта выделит 700 тысяч лев. По словам примара, проект уже готов. В скором времени начнутся строительные работы. Здесь живут молодые семьи, у них дети маленькие. Они вырастут и будут пользоваться еще этой водой. Нужно заботиться о подрастающем поколении. Проект уже готов. Месяц-полтора и вода будет. Проблемы есть, как и везде, но основная проблема нехватка воды – это в основном летом. Вот как жара началась, уже вот буквально за 2-3 дня чувствуется нехватка воды. Именно вечером в часы пик в скважинах, в башнях вода заканчивается и нехватка. И эту скважину нам еще обещали 2,5 года назад Кони. Я думаю, уже проект готов. В течение 2-3 месяцев мы уже получим воду. Ждали гостей с хлебом и солью в реабилитационном центре «Лучик солнца». Дети и их родители с радостью поделились своими впечатлениями от визита гостей. Почему сегодня всюду речи теплые звучат? Почему сегодня в Кангас гости разные спешат? Новость главная у нас. Прибыл долгожданный, современный, комфортабельный, уютный, очень нужный микроавтобус для нас. Хочу поблагодарить представителей Турции за то, что они нам подарили этот микроавтобус. И благодаря этому нам будет легче добираться на работу в этот центр. Я работаю здесь со своими детками, вот он в коляске. И нам очень тяжело по нашим улицам добираться до работы. Сейчас нам будет намного легче, уютнее. И огромное им спасибо. Гости ознакомились с условиями пребывания детей в центре и остались довольны. В планах администрации центра построить новое просторное помещение, которое позволит принять больше детей. Сегодня центр посещает более 50 детей до 18 лет. Вечером на праздничном концерте при участии посла Турецкой Республики в Республике Молдова Селим Мехмед Картала прошла официальная передача микроавтобуса стационному центру «Лучик солнца». Со стороны примарии Сельчуклу вашему населенному пункту был предоставлено транспортное средство, специально оборудованное под нужды инвалидов. Я думаю, что с помощью данного транспортного средства дети из реабилитационного центра «Лучик солнца» смогут более активно участвовать в общественной жизни, смогут по необходимости ехать в реабилитационные, более крупные реабилитационные центры для lечения. Burada gördüğünüz bu engelli araçlarını taşıyacak
Также я хочу выразить благодарность представителям Примарии Сельчуклу за тот дар, который они предоставили вашему селу в форме специализированного транспортного средства для инвалидов. Теперь у ребят есть возможность легко и быстро доехать до центра и выезжать за пределы села на различные мероприятия.